Медведя с бананами увидели на обочине недалеко от Синдера мимо проезжающие водители. Косолапый сидел в снегу и уплетал южное лакомство за обе щеки. Как фрукт оказался в его лапах, нетрудно догадаться. Бананы медведю явно дали особо сердобольные граждане. Но только делать этого не стоит. Об этом уже не раз говорили и специалисты Минприроды, и зоозащитники. Ведь эта легкая добыча провоцирует лесных хищников чаще выходить к людям. К примеру, в Ухтинском районе за последнее время зафиксировано минимум 3 выхода. Несколько раз медведей видели возле поселка Боровой в паре километров от поселка Веселый Кут. А 2 дня назад под Чиньяворыком хозяина тайги угостили хлебом со сгущенкой. Не исключено, что теперь он придет и за добавкой. Не надо не фотографировать этих животных, не пытаться там вступать с ними в контакт, отогнать и руками махать. Все прочее. Как-то обезопасить себя и позвонить 112, я всем рекомендую. Сразу будут подняты все службы, соответственно, оповещены, все руководство города будет оповещено. То есть это выйдут ближайшие находящиеся патрули, полиция либо ГИБДД, кто поблизости будет с этим местом. И, то есть это будет зафиксировано. Что интересно, при обилии фото и видео в соцсетях и мессенджерах ни одного сообщения в ЕДДС Ухты от граждан пока не поступало. Между тем, прикормленные животные не только представляют угрозу для людей, несмотря на видимое дружелюбие, но и сами находятся в потенциальной опасности. Мишки могут попасть под машину или в ожидании привычных угощений забрести на территорию населенного пункта и попасть под обстрел в рамках регулирования численности.